Вы замечаете, что наша сцена стала говорящей, где за эксперимент не осуждают и где нет авторитетов. Мы полагаем, что наш мир застыл в каком-то одном временном отрезке. Свои травмы, нанесенные историей и режимами, мы залечиваем активностями. Это акт возвращения себя себе. Проблема в том, что у нас почти не осталось мест для диалогов. Диалогов, которые сближали бы наши позиции. Салям алейкум. Да, опять мой сольный выпуск без гостей. Только ваши реакции, мои наблюдения и заметки на полях. К чему? Просто это финальный выпуск 4-го сезона проекта Миркез, и хочется подвести какую-то логическую черту. Вы часто пишете, что наши выпуски в моноформате полны негатива, что я всегда в таких выпусках говорю о плохом, о проблемах, когда у нас происходят позитивные события и процессы. Да, наверное, вы в чем-то правы, но в то же время сегодня позитивное и доброе на вес золота, а потому заметно всем. И у нас точно есть кому об этом говорить. Наши журналисты, например, делают сюжеты о главных и важных событиях, а вот негативные тенденции мы предпочитаем не замечать. Или же они так закамуфлированы, что сложно разглядеть. Ровно поэтому я и некоторые мои коллеги наблюдаем, отмечаем и разбираем на молекулы процессы, которые мы с вами переживаем. Мне кажется, каждый должен делать то, что умеет и может. А раз уж вы хотите начать с хорошего, давайте я отмечу то, что заметила я. Весна для нас одновременно тревожный, а потому может быть и продуктивный сезон. Свои травмы, нанесенные историей и режимами, мы залечиваем активностями. Сейчас все больше творческими. Ровно поэтому, вероятно, в этот период всем хочется поделиться чем-то новым, необычным или же переосмысленным. И тут точно нельзя пройти мимо возобновивших свои встречи квартирников. Интересный не только формат, но и содержание. Такой себе островок свободного творчества. Площадка, созданная другим творческим поколением, где за эксперимент не осуждают и где нет авторитетов. Эти встречи совсем не коммерческие, а сами организаторы считают, что творчество – это путь для смягчения сердец. А еще мне кажется, что эти квартирники – это своего рода социальный контракт, где нет иерархии и осуждения, а творчество – инструмент гуманизации. И все это сигнализирует о возросшей потребности в горизонтальных структурах, где люди не только выражают себя, но и находят поддержку. Мне кажется, вот в этом простом и одновременно сложном действии мы сейчас очень сильно нуждаемся. Кто-то сказал, что творчество и занятие творчеством – это не богоугодное дело. То есть это запретно, и за собой творчество несет какие-то негативные последствия. Творчество – это путь к смягчению сердца. То есть насколько будет мягкое сердце, то вера легче входит в сердце. То есть наш квартирник – это один из методов поддержания сердца мягким, чутким. И это, наверное, одна из самых главных целей. Хвала Всевышнему – это не единственное хорошее, что произошло с нами этой весной. Ахмеджит Базар 2025 – это масштабное событие, которое охватило большое количество людей. Но главное не только это, а еще и то, что к нему готовится весь год. Только представьте себе, десятки мастеров-прикладников, дизайнеры одежды, рестораторы, бренды и магазины. Одним словом, все те, кто создает крымско-татарский продукт. Ожидают события, а точнее площадки, которая знакомит производителя и покупателя. И то, что я скажу дальше, это не ода похвалы Харадинис Продакшн, а фиксация важного социального эффекта. Ахмеджит Базар изначально задумывался как культурное событие, а впоследствии вызвал мультипликационный социально-экономический эффект. Организационные вложения авторов проекта стали не только трамплином для некоторых брендов, продавцов крымско-татарского продукта, но и получили прибыльную узнаваемость. Но даже не это самый главный эффект. Расскажу вам один эпизод, который наблюдала на Ахмеджит Базар 24, и вы поймете, что я имею в виду. На бизнес-форум Ахмеджит Базар 24 пришла компания поддержать выступление друга и коллеги. Послушали выступления участников форума, познакомились с крымско-татарским бизнесом. И вот что я услышала от этой компании друзей. Это все наши компании, это все делают крымские татары. У нас такой уровень, у нас медклиники, у нас есть производство. Мне кажется, эта история очень показательна. Во-первых,
Мы мало знаем друг о друге. И что самое важное, не пытаемся узнать друг о друге больше, пока не представится случай. А потому и отдаляемся, увеличиваем и так немаленькую дистанцию между нами. Во-вторых, мы полагаем, что наш мир застыл в каком-то одном временном отрезке. Спросите, почему? Потому что не формируем представления о себе, не обновляем их спустя время и поколения. И, наконец, в-третьих, когда люди неожиданно открывают для себя высокий уровень предпринимательской активности своего же народа, это говорит о недостаточной видимости локального успеха. Это можно назвать эффектом скрытого капитала. Ресурсы и достижения существуют, но их признание внутри группы запаздывает. В общем, когда народ долгое время живет в тени истории, лишенный политических прав и общественной видимости, любое событие становится не просто мероприятием, а заявлением о существовании. Ахмеджит Базар 2025 – это не просто выставка, концерт или бизнес-форум. Это акт возвращения себя себе, попытка заново очертить границы своей идентичности и сделать ее видимой не только для мира, но и для самих себя. В мире, где народы исчезают не только потому, что их подавляют, а еще и потому, что они перестают видеть друг друга, такие события становятся вспышкой коллективного осознания. Они собирают сообщество не только физически, но и ментально, превращая экономику, творчество в социальный диалог. Это не просто ярмарка, это точка сборки, это пространство, в котором народ заново находит себя. А когда создается пространство для реализации человека, проявляются те, кто придумывает и эффективные решения. Поделюсь с вами еще одним наблюдением, которое на первый взгляд может показаться очевидным. Однако мы говорим о крымско-татарской специфике. Всем известный факт. Социальные сети сегодня основной ресурс для обмена и получения информации. Там же теперь зарождаются дискуссии, которые в каких-то случаях и обществах что-то меняют, в каких-то разделяют, а где-то актуализируют. В общем, с социальными сетями мы связаны настолько глубоко, что они стали не просто инструментом коммуникации, но и пространством, в котором формируется общественное мнение. Происходит мобилизация сообществ и даже зарождаются новые культурные и социальные инициативы. В крымско-татарском контексте это особенно заметно, потому что в офлайн-среде мы не всегда себе позволяем то, что можем позволить, будучи лишь аккаунтом, профилем с неузнаваемым фото. Социальные сети стали термометром, которым мы замеряем среднюю температуру по палате, апробируем те или иные истории, поднимаем вопросы, которые в офлайне могли бы остаться незамеченными или неозвученными. Так что влияние цифровых платформ выходит далеко за рамки простого обмена информацией. Оно формирует новую реальность для всего сообщества. Но, как всегда, есть в этой теме нюансы. Каждая социальная сеть создает свой контекст, в котором пребывают наши подписчики. Эти контексты в том числе определяют законодательство, события и социокультурные нарративы тех стран, где находятся наши люди. Поэтому наши люди на Юскитабе Шекерберга или в Ясахграме, как принято говорить на соседних площадках, пребывая в разных контекстах, иногда не замечают друг друга, а следовательно не всегда понимают, что проживает та или иная часть нашего общества. У этой сетевой истории есть еще одна сторона. Они фрагментировали нас еще и по возрасту. Это когда ваши родители сидят в Одноклассниках, а вы в ВК. На первый взгляд ничего странного, конфликт отцов и детей не новая история для любого общества. Но проблема в том, что у нас почти не осталось мест для диалогов. Диалогов, которые сближали бы наши позиции или как минимум помогали понять друг друга. Отсюда конфликтность, которую мы все чаще наблюдаем в нашем общении. Категоричность стала новым цифровым стандартом. Наблюдая за этими процессами, мне все чаще кажется, что мы уже заранее готовы к недоверию.
еще не прочитав коммент или не услышав до конца собеседника. И, судя по всему, ни одной мне это показалось настолько очевидным и бросающимся в глаза. На это также отреагировала и творческая часть нашего общества. Конечно же, по-своему интерпретировав то, что мы все вместе наблюдаем. Концерт Ахмеджит Базар 2025 в этом году был не просто сценой, а для отдельных артистов он был трибуной. Выступление ансамбля «Арикет» и их композиция про хейт – не что иное, как реакция на эту новую традицию неприятия друг друга. Танцевальный манифест Зарины Ханум и Джемильбея не только про злость и категоричность, которую транслирует иной раз публика. Этот хореографический текст еще и про нашу готовность к новому, к развитию. Эта команда точно вынесла на себе весь груз вкусовщины, который посыпался после их Илька. Kolay şey, kimge bersen yapar. Bizim adetlerimizge hiç de gelişmeyi. Sen bunu galibe sayasın mı? Sana hepsi tüpüden düştü. Senin bunda hiçbir payın yok. Olmayacak şeylerine uğraşasın. Bir şey anlamayın. Kimge gerek böyle oyunlar ya? Bu işte gel, oyuncak. Başkası da tez yapar edi. Yok olmaz bu şey. И знаете, что непонятно лично для меня в таких историях неприятия эксперимента и попыток двигаться дальше? Нам абсолютно нормально и комфортно в тот момент, когда мы садимся за руль современного авто, где есть гидроусилитель того самого руля, подогрев сидения и подушки безопасности. Но при этом некоторым кажется, что танец и исполнение песен и вообще культура должны застыть в том виде, в котором она была 100 лет назад. Это так не работает. Нельзя принять и адаптировать предложения новой технологической эпохи и ожидать, что эти цивилизационные изменения не затронут культуру и общество в целом. Отрицая то, что делает новое поколение, запрещая его и навешивая ярлыки, мы создаем благоприятную среду для большего конфликта, исключающего диалог поколений. И наше творческое поколение сигнализирует нам о том, что его не устраивает в прежнем укладе. Вероятно, композиция Адили Апсаитовой «Ощек» как раз об этом. Бухарым яшайши ве бундан йохтур чехыш, эркез ратлых тапсын ве озуне бахсын. Yanı kunkeler, yanı haberler Emandayım mında şımata eter Herkesге söyler, her şeyini korer O şekler Ben bir şey yaşadım, tek aram hoştum Dur bir olsun dep, biraz uydurdum This is not a şek, gerçek You can
Вы замечаете, что наша сцена стала говорящей? Артисты, музыканты, авторы текстов все чаще используют свое ремесло и подмостки для озвучивания важных социальных месседжей. Мы все чаще видим творческие коллабы, неожиданные решения и встречаем по-хорошему любопытного зрителя. Перформанс «Мен ХРМ», представленный студией Харадинис Продакшн, посвященный трагедии крымских татар, как раз об этом. О переосмыслении трагедии, в которой мы потеряли многое, почти все, но пытаемся заново понять и себя, и землю, детьми которой мы являемся. Монологи земли, судеб и обычно молчаливых свидетелей нашей жизни, предметов, замолчавших на долгие годы, это снова про нашу идентичность, которую мы для себя пытаемся сформулировать. Наполнить больше, чем историей, наполнить эмоцией и смыслом. Одним словом, все то, о чем мы говорили в первых сезонах Меркеза, как о желании и даже мечте про новую творческую энергию, стало наконец реальностью. Надеемся, что дальше больше. Azbarımda bademda terek babam saçtı olsun de anayın seni kim kargadı evladın bahtsız olsun de. Ну и последнее на сегодня. Опять про творческое, молодое и, конечно же, про язык. Пока неутомимые комментаторы неустанно пишут под каждым нашим выпуском «Не учун я банджити линде», молодежь сама дала ответ на эти вопросы, сорвав маски языкового приличия. О чем я? Да про тот самый трек про кленовый лист, в котором микс крымско-татарского и русского. И это, кстати говоря, и есть тот крымско-татарский, на котором говорит большинство молодежи. Если вы думаете, что я надсмехаюсь, то, увы, поверьте, текст этой песни – пример хорошего уровня современного разговорного крымско-татарского. Обычно вообще ничего не понимают и не говорят. А если серьезно, то, мне кажется, этим треком дан старт новой публичной языковой истории. Такая себе черта между жестокой реальностью и песочными замками, в которых мы обмениваемся языковыми претензиями. Не ради изменений, а ради упреков. Найди лепесточек клена. Сладенький, слипшийся, будто чак-чак. Мой брат Джеки Чана, кричу ему быстро чап-чап. Он достает бычак, канёла джак. Характер сыджак, уронында яп-яп-яп. Менің ватаным граничит штата Колорадо. Капа на зубах, капа решает то, что надо. Пока я хавал кобит, ты хавал авокадо. Моя битака вам кричит. Ни за что трусы не разинут, чтоб все дышало. В общем, на сегодня все. Хочется верить, что прошедший уже 4-й сезон нашего проекта оставил свой след, заставил подумать нас о важном и главном. А мне остается только поблагодарить нашу прекрасную команду. Мы делали Меркез даже тогда, когда это было невозможно. Чох сағыныз. Это был проект Меркез Горушкенджи.